По оценкам ООН, в рядах ИГИЛ и других террористических группировках на Ближнем Востоке воюет по меньшей мере 25 тысяч человек из 100 стран мира. По данным контртеррористического центра США, ИГИЛ завербовала сотни молодых людей из Таджикистана и Кыргызстана и более 1000 из Казахстана. На прошлой неделе стало известно, что глава таджикской антитеррористической программы, специалист, который проходил обучение в США, покинул свой пост и присоединился к ИГИЛ. Эксперты отмечают, что некоторые вызовы, с которыми сталкиваются правительства Центральной Азии, появились в результате внутренних проблем – повальной коррупции, отсутствия верховенства закона и нарушений прав человека. Безработица и неблагоприятные экономические перспективы вызывают недовольство в обществе. Радикальные группировки пользуются этой ситуацией, стремясь привлечь молодежь в свои ряды. Соединенные Штаты сотрудничают с правительствами региона, предотвращая распространение сообщений террористов в социальных сетях и пересечение границ с боевиками. Несмотря на то, что точной статистики нет, исследования этого вопроса показывают, что значительное число боевиков из Центральной Азии, воюющих в Сирии и Ираке, были завербованы вне родных стран, в большинстве своем России, куда миллионы человек приезжают на заработки. Эксперты отмечают, что долгосрочное решение этой проблемы должно включать улучшение экономической ситуации в странах региона, чтобы молодежь могла работать дома, где шансы радикализации ниже, чем в обществе трудовых мигрантов. Аналитики отмечают, что реальное решение проблемы должно осуществляться на местном уровне. Местные власти намного ближе к очагам проблем. Именно они знают своих жителей и могут выявить, предотвратить или отреагировать на инцидент. Эксперты подчеркивают, что правительства стран Центральноазиатского и других регионов должны улучшать ситуацию с правами человека и тем самым предотвращать маргинализацию меньшинств.